как бы повторяться. То, что я сказал вчера. По сути дела, я сказал, что я горжусь тем, что это был выпускник нашего училища. И здесь вот сейчас присутствует как раз Марина и Вадим. Это тоже, которые люди, художники, которые закончили наше училище. И что радует, то что, вот, кстати, выпускники наших училищ живут и в Испании, и в Италии, и мы поддерживаем связь, и во Франции, вот, во многих других странах. И что радует, я бы сказал, вот глядя вот на эти работы, вот, не теряются они среди других художников. Понимаете, все равно они поднялись на тот уровень, на который, на достойный уровень, на котором они сейчас находятся, и не теряются в результате. В какой бы стране они ни жили. И я, конечно, благодарен всем вот, участникам художникам этой выставки, что они это вот целиком выставку, считайте, подарили нашему музею. Это я благодарю всех людей, но в данном случае в лице Вадима и Марины. Я вас поздравляю. Я вот присоединяюсь к словам Александра. Вот приятно все-таки, что все-таки это наш учитель Александр Михайлович. Я считаю, что нам вот очень повезло. Я сейчас слово не скажу, когда учились на третьем курсе, ну, а ребята вот Вадим, они чуть помладше пришли, попозже. И вот Александр Михайлович тогда с академии приехал с несколькими художниками, и они так очень гармонично влились в училище, и как-то у нас сознание немного перевернулось. Вот, и дружим по сей день с Александром Михайловичем. Ну, также я поздравляю музеи и участников выставки, конечно, потому что это не просто далеко привезти работу, транспортировать надо. И все-таки в нашем регионе это такая первая выставка, я считаю, что это очень интересно. И как-то, может быть, как-то будут развиваться в дальнейшем события. Мы будем ждать приглашения в Израиль поработать на пленэре теперь. И как бы все-таки вот это, я был там несколько раз, и вот, это удивительная страна, куда можно приезжать бесконечно, открывать что-то новое. Краски там совершенно другие, это вот это не Крым, это что-то совершенно иное, там какой-то особый дух. И я считаю, что художникам все-таки удалось художникам воплотить именно вот этот вот дух Святой Земли. Всех поздравляю. Спасибо. Сегодня очень отрадно видеть прекрасную живую выставку. Она действительно, она для нас необычная. Внезапно возникла эта выставка. Для меня это было таким большим откровением. И то, что я сумела встретиться со своей однокурсницей, с которой мы учились вместе в художественном училище, с Мариной Андреевой. Вот, мы с ней учились вместе 4 года в художественном училище, очень жили дружно, весело, бегали всей на фильмы, на всякие. И вообще мы как-то вот жили полностью в училище жизнью творческой. То есть мы буквально до поздней ночи в училище пропадали, мы не спали ночами в общежитии, мы там до 3, до 4 ночи обсуждали, что-то рисовали, утром вставали в 6-7 утра, никакие вообще, ехали полусонные в училище, но преподаватели же были строгие, и мы же очень все старались, и в результате 4 года прошли очень быстро. Марина поступила в Московский полиграфический институт, это очень престижный институт. Я поступила в Московский технологический институт, стала художником, технологом текстильной и легкой промышленности. Вот. И как-то мне очень радостно, что я всегда в интернете видела работы Марины. Они такие необычные, они очень свежие, живописные. Вообще Марина талантливейший художник. И дай Бог ей долгие
писали картины, чтобы мы радовались жизни и преодолевали какую-то депрессию, например, да, чтобы мы творили. Вот для нас, для художников, это главная задача. Вы согласны со мной? Спасибо. Спасибо тебе большое. Это тебе. И это тебе моя книга. Давай, дорогая. Все. Благодарна за теплые слова. Да. Мой личный адрес и адрес наших художников нашего объединения. Я благодарна нашей республике, музею, всему руководству, Татьяне Вячеславовне, Галине Подольской и всем организаторам огромное спасибо. И я рада донести до вас красоты Израиля, солнце Израиля, тепло Израиля, душу Израиля. Если это нам удалось, то я счастлива. Спасибо большое, Марина. Мама, поздравляю. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Ой, спасибо. Прощание не для вас. Значит, можно начинать. Лайн Михаил Абрамович. Я родился 14 мая 1939 года. 14 мая – это знаменательное событие 1948 года, день образования Израиля даже. Вот. Ну, я родился в селе Ильино, Ильинского района, Смоленской области. Вот. До войны мы там, моя мама, у деда было 10 детей, вот, жили в мире, согласии и так далее. Было большое хозяйство, вот, но отец служил в Могилеве, и он из Могилева привез мою маму. Так как она с 14 года, 2 года она осталась без матери, потому что была гражданская война. Вот. Отец служил в Могилеве, и он ее привез. Ну, жили в мире, согласии, было большое хозяйство, но война помешала, отца взяли в армию, вот, и начали там бомбить нас. Вот. Мы залезли в подпол, вот, и от нашего дома остались одни щепки. Потом нас согнали в одну улицу и держали около года. Ни продукты питания нельзя было передавать, ни одежды, ничего. Хотели нас расстрелять, утопить в озере, но это не получилось. И приехали солдаты 24 января 1942 года, на лыжах перестреляли некоторых немцев, некоторых взяли в плен и так далее, нас освободили. И нас эвакуировали в Чебоксары, Чувашию. Но пока сюда ехали, около месяца, ехали в Коровники, бомбили, часть, кого убили, в одни вагоны складывали, а живых в другие размещали. Сюда приехали, тоже попало несколько бомб, и в Нарцут, и в огород ПТС, в общем, где кожкомбинат за Волгой и так далее. Мы, испугавшись, уехали в Марпасад. Вот. В Марпасаде нас там разместили на квартиру. Вот. Там было тоже много эвакуированных. Мой дядя, ну, нас эвакуировали 3 семьи. Вот. Мой дядя заведовал салонами в лестехниками, а мы жили напротив. Он кормил будущего космонавта Николаева. Вот. Моя мама всю войну с одной москвичкой, она пекла хлеб для всего Марпасада. Вот. Я там находился в детском садике, где мы отправляли на фронт перчатки с одним пальцем,
теплые эти носки, платочки, табак и так далее. Вот там я начал знакомиться с музыкой. Воспитатель попросил меня затачивать на кирпиче иголки. Мы слушали песни военных лет Утесова, Бернеса, Шевченко и так далее. Вот. Ну, я там даже начал заниматься радиолюбительством, делал детекторный приемник и так далее. После войны, во время войны я там не разрешалось. Вот. Ну, в 1945 году отец вернулся с фронта, вот, и началась мирная жизнь. Вот. Отец там построил новый дом, вот. Но для учебы решили приехать в Чебоксары. Здесь тоже скитались по частным квартирам. И на Волге мы жили в речном порту, где маяк. Вот там мы жили на частной квартире, я там и голубей гонял, и рыбачили, и в парк Крупский туда ходил, там я с женой даже познакомился. Ну и, в общем, там очень интересное детство прошло. Вот. Я жил на частной квартире, там был инвалид, дядя Коля Сарсин, он получал с металлиста железо и делал разные печки, там умывальники и так далее. Вот я ему помогал, я научился. Потом я закончил в третьей школе 8 классов, поступил на текстильный комбинат. На токаря я выучился там, вот 4 года проработал, очень хорошие были мастера, вот. И потом я ушел на ЗАИМ. На ЗАИМе я проработал 26 лет, вот. Ушел с 62 по 65 в армию, служил в Новосибирске, Сибирский военный округ. Вот. И вернулся опять на завод, кончил техникум, университет, еще кое-что кончил. Вот, потом меня пригласили в УНИИР. Вот, в УНИИРе там автоматические линии делал с манипулятором. Впервые привез в Чебоксар. Вот, потом вот, ушел на тракторный, на дизельном работал. В 1997 году ушел на пенсию. И с тех пор я занимаюсь общественной работой. Вот в еврейской общине я 1997 года меня пригласили, Дина Моисеевна Косинская, она написала книгу «Евреи Чувашии», там еще она очень грамотная, вот недавно мы ей отметили 90 лет, вот. Ну и в еврейской общине более 15 лет, я там организовал все праздники там, потом проводили мы шаббат, я там организатор. Ну, в общем, все, я был членом совета общины, вот, с тех пор. А вот сейчас нас оттуда попросили из Закаху-Зангая, там, в 94-м мы там были. Вот, оттуда все вывезли, там молодого. Он предложил, он сейчас уехал в Москву и толком не занимается. И мне поручили в Доме дружбы народов, там дали небольшую комнату, куда мы организовали часть материалов. Вот вчера был на совещании там. И у меня есть документ, что я ответственный за то помещение и за организацию разных праздников, опять еврейских. Вот. Ну, дело в том, что все постарели, такой активности такой нету, но мы тут общаемся, помогаем друг другу и так далее. Ну, думаю, может быть, со временем все это дело наладится, и будем жить. Здесь мы живем в мире, согласии, и никаких межнациональных конфликтов не было, и вообще мы жили, и никто нас не обижал, и никто это. Вот я занимаюсь патриотической работой, вот, в университетах, школах,
Совете ветеранов город Чебоксар. Более 30 у нас лекторов. Вот сегодня мы отмечали 75 лет Курской дуги, там, на Курской дуге 75 лет. Ну, оттуда вот сейчас я приехал сюда. Вот на эту выставку мне позвонили, я, конечно, ну, в Израиле я не был, тут есть, некоторые в Израиле живут, в Германии живут, еще где-то живут. Ну, вся моя родня здесь живет, пока мы никуда не собираемся уезжать. Это как бы наш второй дом в Чебоксарах. Вот, в принципе, вот такая история. Я считаю, что эта выставка замечательна, впервые. Сюда ее очень оригинально и так далее. Я за 15 лет мы изучали Тору, я много знаю историю еврейского народа. Раньше мы, когда у нас общины не было, мы не общались, а теперь я в городе всех знаю. Вот. Ну и вот читал Игоря Губермана, это как бы путеводитель по Израилю. Вот купил недавно книгу, это Шлома «Кто изобрел еврейский народ». Очень интересная книга. Я, во-первых, и книголюб, и музыкальными делами занимался всю жизнь, и радиолюбительством, и в интернет выхожу. Я всесторонне интересуюсь, насколько мне позволяет время. Вот. Ну и садовод был, и так далее. Ну, мне в следующем году, 14 мая, будет 80 лет. Вот. Ну, я считаю, каждый человек, чтобы должен прожить, как минимум 120 лет, должен активным быть. Тогда и не обижаться ни на кого не следует, ну и всех прощать и так далее. Вот я думаю, вот такой залог долгожителей, хорошее питание и так далее, и как можно больше друзей. Меня и везде знают, почитают, и я всех уважаю. Вот, в таком плане. Если есть у кого, я говорю, есть это желание. У меня есть племянница, у нее муж первый был русский, а второй чуваш. Я у председателя Национального конгресса спросил, я говорю, а дети какой национальности будут? А он говорит, улыбаясь, не знаю. Я говорю, наверное, чувреи будут. Вот. Ну, в таком плане. Ну, я говорю, я от городского совета, республиканского совета занимаюсь патриотической работой. Очень много у меня занимаюсь фотографией. Всех ветеранов перефотографировал. Всех участников войны я знаю и так далее. Никаких проблем нету с моей стороны. Я такой люблю людей, которые адекватно общаются со мной. Ну, а если которые немножко бывает, я их обхожу стороной. Вот. Ну, вот такие. Проблем нету, как говорится, и дальше будем жить, как говорится, до 120 лет совместно. Так что приходите в городской совет. У нас в понедельник, четверг, в 10 часов мы там собираем. Сейчас издали 3 книги, воспоминания о ветеранах на 65 лет и на 70 лет Победы. Солдаты, дети Победы. Там про меня много вчера написано. Там более 50 человек там написали воспоминания в этой книге. Она тоже стала редкой книгой. Ну, интересно, и в газетах во многих про меня пишут, и на радио, и на чувашском радио я выступаю. Ну, везде, где меня приглашают, я никому не отхожу. Вот в таком плане. Хорошо. Можно просто начинать, да? Фамилия, имя, отчество. Я Вадим Макаров, уроженец города Чебоксар. Значит, в 2004 году мы со своей семьей
на тогдашний день мне многочисленную семью уехали в Израиль ввиду, так сказать, обстоятельств. Решили посмотреть мир, видеть мир, посмотреть на жизнь других людей. Ну и себя попробовать, как мы сможем интегрироваться в других условиях. Первое время нам было тяжело, пришлось заниматься нелюбимым делом. Впоследствии я принял решение и стал заниматься живописью. Так как в свое время я окончил Чебоксарское художественное училище. Какое-то время в 90-х годах мы все побежали в коммерцию. И я не занимался очень большое время, не рисовал, не писал живопись никак. И со временем мной было сознательно принято решение, что я должен заниматься живописью, потому что это меня влекло, ну, не знаю, каким-то внутренне как-то меня все тянуло к этому. И я принял решение, что я должен заниматься этим. Сложились обстоятельства по состоянию здоровья. И я стал писать, стал с изного писать, начинать с нуля. Большой промежуток времени дал, конечно, о себе знать, и мне пришлось очень много времени потратить для того, чтобы как-то наверстать, вернуть то, что меня удовлетворяло. По сей день меня, вообще это важно, нет, говорить, что удовлетворяет меня живопись. Я все время стараюсь учиться, в общем-то и учусь, наверное, по сей день, потому что мне хочется находить все новое и новое. Вот. Я состою в объединении профессиональных художников Израиля, вступил в ряды именно тогда, когда начал заниматься живописью в Израиле уже. Сделал первые работы, меня заметили и привлекли в это объединение. Потом в нескольких галереях я проработал. На сегодняшний день стараюсь выполнить свои задумки. То есть хочу перейти в жанровую живопись, попробовать себя в жанровой живописи, перейти от того, что я раньше писал. Раньше я писал натюрморты, портреты. Портреты у меня неплохо получаются, эти, как сказать, много портретов, которые у меня приобрели заказчики. Можете остановить, как бы это? Я просто хочу. Идея самой выставки, проведения этой выставки в Чебоксарах предложил я Галине Подольской, так как она занималась на данное время и такой практикой. Она представляет работы и делает проекты в других музеях и России, и Украины, и в других странах. Вот. Я предложил эту идею, что нельзя ли то, что вы делаете, Галине, предложить в Чебоксарах. Она предложила, она сказала, что вы, как сказать, если можете, то предложите. Я от ее имени, естественно, предложил Чебоксарскому художественному музею данную выставку. То есть создать проект и сделать это, осуществить этот проект и сделать. Осуществлением проекта занялись и как Галина Подольская, и объединение художников Израиля. Наше объединение основные, в общем-то, сама выставка, она, как сказать, показывает разносторонность художников, как сказать, русскоговорящих художников, которые работают на сегодняшний день в Израиле.
Можно паузу сделать? Я что-то